канале. Выехал я, как говорится, на Диксон топ. Выехал в лес. Что ездил я на одном поле, попросил там тракториста. Он сказал, нет, поле не мое. Не дал, короче, копать. Приехал я в лес. И тропинки. Там уже буду еще отохотить ниже там туда. И мне дикие птички. Даже стеречь боюсь. Потому что много дует, то есть не натирай монеты. Вот. Так, это Наполеон. Это наш Наполеон, 1800 какого-то года. Больше стереть я даже не буду. Уже ясно. Это Наполеон. Да. Вот. Наполеон Третий, да. Таких монет у меня уже несколько. Охрана тоже, как мы видим, хороший. Вот, правда, год сказать я не смогу. Ага. Он лопату зацепил. Да. Или я, или как было. Скорее всего, знатоков я спрошу. Вот видите, вот отламывается. Ее чистить не надо будет, да? Пусть будет так есть. Или все-таки в мыло закинуть ее надо. Вот такой зеленый есть, присутствует. Можно в воде поддержать, наверное, я думаю. И на этом оставить ее, чтобы не убить полностью. Я так думаю. Если кто посмотрит видео, вы знатоков скажете, посоветуйте, что сделать. Друзья, все в этом же лесу. Хожу, брожу. Нашел я несколько пыжей, что ли, на кабана. Как или пуль. Огромные, здоровые были. Я не стал снимать их. Неинтересно. И походу шел и дошел я до вот этого сигнала. Тут сигнальчик у меня был. Вот я вижу очертания чего-то. Вот у меня что-то есть. Тереть я буду. Надо же, самому интересно, что выпало. Чуть-чуть потеряю. Чуть-чуть. Телефон, я вам скажу, у меня качество очень плохое. Телефон не мой. Мой сломался на ремонте. И эта камера Toshiba у меня. То, что как GoPro. Сэкономил на GoPro, купил эту Toshiba. И там звук очень плохой. Когда разговариваю, ничего не слышно. Вот, сэкономил, скажем, 100 евро. И получил то, что надо. Так. Ну не видно здесь ничего. Ничего не видно. Значит, надо будет мыть. Вторая монета где-то за час. В этом лесу. Вон там дорога проходит, и там сзади тоже дорога. Я по тропинке иду, вот тут вот тропиночка. Да. Написано было: с субботу-воскресенье не заходите, мы тут охотимся. И грибы не собирайте, кстати. А про монеты ничего не было. А можно или нет? Ну и зашел я.
Раз про монеты не пишут. Ну, 2 монеты достал. Ну что, продолжаем. Может, что еще выпадет нам. Так. У меня что получилось? Вот она, ямочка, где я только что нашел монету. И вот у меня сигнал снова идет. О, опять сигнал. Сейчас проверим, что у нас тут. Сейчас откопаю, посмотрю. Покажем, чтобы там не было. Интересно, интересно. Неужели вторая пошла? Вот я разделил землю, и сигнальчик у меня идет отсюда. Сейчас будем смотреть, что у нас. Что у меня тут выпало. Пока что голяк. Пока что голяк. Так, проведем еще раз. Тут ничего. Так, этот кустарник убираем. Вот тут показывает. Возможно, даже это гильза, что-то такое, потому что угодья и охотятся здесь. Так, что-то не вижу я. Ничего. Что-то ничего я не вижу. Так, не буду надоедать. Сейчас вытащу и даже не буду смотреть, покажу. Друзья, могу вас, то есть вы меня поздравить. Это была монета. Это была монета. Вторая в одной ямочке. Так. О. Сейчас натирать буду и все сходит с ним. Главное, монета есть. Трудно ее достал, правда. Обнаружить было очень трудно. Вот она. Вот она. К сожалению, как я говорю, камера у меня не ахти. Телефончик не ахти. Снимает. Но главное, монета. Вот. А тракторист мне не дал там покопать. А поле было, я вам скажу, очень хорошее. Очень большое поле. Ну и что, значит, суждено было в лес приехать. И в лесу найти 3 монеты. Нехило. Нехило 3 монеты. Да. Эти 3 штучки. 3 штучки. Один Наполеон, точно уже вижу. Вот первая монета — это Наполеон. А 2 вторые, думаю, то же самое. И вот эти вот 2. Хотя состояние плачевное. Вот 3 монетки. Глаз радует, коллекция пополняется. Так, едем дальше. В музей будем сдавать, в музей, на родину. Окей, поехали дальше.
Друзья, я все еще в том же лесу. Хожу, брожу. Просто тропинку поменял я. Отъехал где-то от того места, где я 3 монеты находил. У меня еще что-то похожее на монету, там с отверстием маленькое что-то. Надо почистить, узнать. Ну, дело не в том. Отошел я на километр, где-то отъехал. Вот у меня вот в этой вот ямочке был сигнальчик. И вот что мы находим. Что-то крупное. Очень тяжелое на вес. Первый раз такая штучка, монета мне попадается даже. О, да это же, да неужто это серебро? Вы видите, сохран какой? Не. Ай-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Что это такое? Это медальончик? Это что? Или это Римская империя? Вы видите это? Так. Не буду я преувеличивать того, что я не знаю. Так. Ну-ка, специалисты, скажите, может быть это серебром? Это белое что-то. Хотя домой приеду, я сам узнаю. Но на сегодня даже могу и домой ехать уже. После вот этой находки. Это уже что-то. Это уже что-то. Тут написано, что это Атлант. Не пойму я. Не пойму. Так, продолжаем. Все. Почищу видео там или фотографию что-нибудь приложу. Вот такая штучка. Крупная. Друзья, не удержался не почистить вот эту монету. Это монета в честь короля Луис, или как его. Я без очков не вижу. Вообще не вижу. Так, сфокусируйся. Год тут тоже есть. 1910, по-моему. Да нет. Это буквы какие-то внизу. Вот тут вот. Я думал, это год. Уже не вижу, не могу разобрать. Сейчас, может, на камеру и светло кажется, но уже темнеет у нас. Не вижу я. Буковки не вижу. Земля. Невозможно рассмотреть. Сохран отличный у монеты. Сохран отличный. Короче, это королевская монета в честь Людовика или вот Рой. Вот, по-моему, тут написано Рой король. Да. Король какой-то. Луис. Вот такая монета. И на вот этой ноте на сегодняшний коп я завершаю. Еду домой. Хватит. Тяжелый на вес. Вот какой металл, это интересно. Что за металл? Может кто определить? Вот мужик. Домой приеду, буду знать, что такое. Ну что, на этом все. Кому понравилось, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал. И пальчик вверх. Але до следующего.
Всем удачного копа.